Это программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. В Северо-Восточном федеральном университете презентовали книгу по архаичным украшениям якутян XIV-XVIII веков. В монографии представлено около 200 архаичных изделий. И сегодня гость нашей программы, соавтор книги, научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук Александра Прокопьева. Александра, я вас приветствую. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как создавалась эта книга и в чем ее уникальность? Здравствуйте. Когда мы задумывали эту книгу, мы, конечно, прежде всего думали о мастерах и о студентах, которым нужна информация такого характера, да? Потому что там в основном изложены самые главные характеристики этих предметов, что где хранится и в каких музеях с ними можно ознакомиться. Нам кажется, что такой информации сейчас мало. И тем более по такому периоду, который мы взяли, это с XIV века по конец XVIII века, это период в целом, не скажу, что не изученный, он, конечно, очень хорошо изученный, но доступных публикаций на данный момент не очень много. И мы хотели как раз этот пробел заполнить. Вы работали над этой книгой вместе с доцентом исторического факультета Северо-Восточного федерального университета Капитолиной Яковлевой. Расскажите, как была организована работа, кто чем занимался, или вы все делали вместе? Здесь вообще полевые исследования мы проводили вместе. Это на протяжении многих лет, не всегда вместе, где как получалось. Где-то Капитолина Максимовна работала сама отдельно. В работу монографии нашей вошла часть ее кандидатской диссертации и часть моей работы, моей научной работы. Но над основной концепцией, над вообще содержанием, над идеей, конечно, мы работали вместе. Работа, она сама над книгой работа шла где-то год, а вот предварительные работы, они, конечно, на протяжении многих лет они идут, и они все еще продолжаются. Но вот вы сказали, что в первую очередь, задумываясь о создании такой книги, вы думали о студентах и ученых. То есть можно ли сказать, что она больше подходит именно им, или эта книга будет интересна и широкому кругу читателей? Книга будет интересна, я надеюсь, всем. Но вот прежде всего наш главный читатель — это должен быть, конечно, студент. И это еще и студенты не только исторического профиля гуманитарного, но еще и будущие ювелиры, будущие дизайнеры, которым такая информация необходима. Ну и, конечно же, мастера, которые уже работают, шьют костюмы, изготавливают украшения. Тем более сейчас вот эпоха, которую мы представили в нашей книге, является очень интересной благодаря и выходу фильма «Тыгын-Дархан». И как раз более подробно там показано, какие украшения были, какие типы и как они выглядели. Расскажите, ну а почему, на ваш взгляд, такие украшения изучать важно? Украшения вообще в целом являются такой сложной знаковой системой. Да? И в последнее время мы все с вами наблюдаем, наверное, такой процесс, когда людям хочется узнать вообще глубинный смысл этих украшений. Почему здесь 2 штуки, а не 3, да, подвесок, например? Почему тут такой орнамент, а не другой? Какого возраста человек может носить и так далее? Вот эти вопросы очень занимают наших с вами современников, но для того, чтобы грамотно на них ответить, конечно, нужно заглянуть вглубь истории и понять, откуда эти украшения, когда они возникли, как они выглядели, как они трансформировались, потому что украшения, которые создаются сейчас, они, конечно, не являются прямой копией украшений ни XIX века, ни XVIII, ни тем более XIV. Да? И долгое время вообще понятие традиционные национальные якутские украшения входил тот комплекс украшений, который был создан мастерами в XIX веке. И вот для того, чтобы люди лучше узнали свою историю, потому что через изучение украшений это тоже можно сделать, мы вот представили украшения, которые существовали до XIX века. С XIV века у нас вот самая древняя серьга в виде знака вопроса из поселения Угания. Она датируется XIV веком, само поселение.
Если не секрет, поделитесь планами научно-исследовательской и издательской, может быть, даже деятельности на будущее. Будете ли готовить к выходу еще одно издание, еще одну книгу? Может быть, будете продолжать исследовать украшения или затронете какую-нибудь еще другую, не менее интересную тему? Да, у нас уже есть идеи для продолжения. Мы хотим затронуть вообще разные виды украшений. Здесь мы взяли только съемные украшения, да, то есть это серьги, головные украшения, кольца, браслеты. А есть еще очень интересный и мало исследований пласт нашивных украшений. Это то, что пришивали на одежду. Их очень большое количество, их над этим надо работать, конечно же. Мы хотим еще дополнить и, возможно, может переиздать эту книгу, либо уже сделать совершенно новое издание с еще большим количеством иллюстраций и еще больше текста. Да? Кроме этого, у нас есть еще свои, конечно, свои собственные исследования. И в этом плане и Капиталина Максимовна, и я, мы хотели, конечно, продолжить издательскую деятельность, потому что это очень важно. Тот, кто владеет информацией, как известно. Ну что ж, будем с нетерпением ждать выхода следующих, безусловно, таких же интересных книг. Александра, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего доброго. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Но книги по архаичным украшениям якутян XIV-XVIII веков мы говорили с научным сотрудником Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Северо-Сибирского отделения Российской академии наук Александрой Прокопьевой. Берегите себя, носите маски, соблюдайте дистанцию в общественных местах и не забывайте дезинфицировать руки. До встречи в эфире.